Господин президент, сегодня вы в России видите силу, которая могла бы как бы что-то сделать, заменить вот эти отношения? Хотя бы закончить в первом этапе защиты? Я полагаю, что при таком состоянии, когда высшее политическое руководство уже откровенно авантюристы, и это оборачивается трагедией и бедой уже российского государства и народа, то там должны найти, если не эволюционным правовым путем, то революционным остановить это. Другого пути сейчас не оставили. Или революционно путем остановить руководителей взорвавшихся, дальнейший развал России и ее дискредитацию на мировом уровне, с последующими тяжкими последствиями для российского государства и народа. Или принудить политическое руководство перейти на другие отношения в этой ситуации. Другого пути нет. Так это губительно для самой России. Все это военные заявляют. Десятки высшего эшелона генералов отказываются участвовать в этой авантюре. Продолжать участие десятки. Сейчас возможно, что военные сами примут собственные решения, чтобы остановить эту бойню и дальнейшее осложнение обстановки и доведение до такой степени, при которой сейчас уже весь Кавказ задействован в этом конфликте. Ингушетия сразу, с территории Осетии идет эскалация, Дагестан уже частично интересы задеты, Азербайджан задет, с территории Грузии взлетают самолеты и по ее территории летят сюда. Так что весь Кавказ уже прямо или косвенно вовлечен в эту военную авантюру. Вовлечен. И далее, я думаю, что планы были такие, что разделаться Чечней и далее в Крым. Есть у меня документальные свидетельства, что в Крыму заготовлен подобный сценарий. Подобный сценарий. И так, разрастая очаги и дальше. Если это не остановит мировое сообщество сейчас, и прежде всего внутри России взорвавшихся политиканов, авантюристов, не привлекут их к уголовной ответственности и не будут судимы, дальнейшее разрастание гигантских размеров пожаров народоубийства уже не остановит. Как идет сценарий? Одну из ракет начинить ядерной головкой и нанести превентивный удар. Реалистического устрашения для всего мира. Далее применение ядерного оружия уже теряет контроль. Благодаря великому сыну, гражданину мира Сахарову, в Афганистане это не состоялось. Вот сейчас она стала реальностью, насколько это... Вот реальная ситуация.